Анакапия, древняя столица Абазгского княжества и Абхазского царства, раскинулась на вершине Апсарской горы. Именно здесь находится древнейшая постройка Анакапии – крепость, сооруженная во II-IV веках нашей эры. Стены Анакапийской крепости сложены из хорошо оттесанных и пригнанных каменных блоков. Самым важным оборонительным сооружением крепости была четырехэтажная четырехугольная римская башня, с верхнего этажа которой просматривались окрестности. Сама крепость несколько раз перестраивалась. Архитектура памятника немного изменялась в VI, IX, XI, XIV и XIX веках. Проект, который сегодня предложен на суд членов научно-методического совета, предполагает воссоздание воротного узла крепости XI века. По моей инициативе и поддержке членов археологической комиссии было принято решение, утверждено о начале археологических работ на воротном узле крепости. С одной стороны, правила реставрации требуют комплексного подхода, необходимо полное изучение археологическое и архитектурное. Вслед за этим идут уже реставрационные моменты, но это, как вы понимаете, и время, и деньги. И получается так, что мы вынуждены бороться за главные объекты Анакапийской крепости в силу того, что не можем за все браться сразу. И на наш взгляд, воротный узел Анакапийской крепости с ее круглой башней является уникальным, достаточно уникальным фортификационным объектом не только для Абхазии, а в целом для мировой архитектуры этого времени. Больше 2 лет на территории крепости абхазскими и российскими археологами велись раскопки. Ученые по крупицам воссоздавали контуры и очертания исторического объекта. Специалистам удалось понять, какой формы были оконные проемы, своды и колонны здания. В проект реставрации входят 4 объекта. Это реставрация стены, прилегающей ко второй башне, и визуальная реставрация, реконструктивная второй башни, реставрация самой воротной башни, реставрация воротного узла и реставрация стен внутреннего дворика. Для 3 объектов, это этой стены, прилегающей к башне номер 2, для самой башни и для объектов внутреннего треугольного дворика применяется метод фрагментарной реставрации. Нами предлагается надстроить, вернуть ей первоначальную высоту, утраченную в отдельных местах фрагментами, восстановить арочные проемы, которые выложены были из плинфы, и восстановить утраченные детали, где была выбита и выложена каменная кладка. То есть, в принципе, полбашня, она достаточно в хорошей сохранности, и здесь метод такой классической фрагментарной реставрации. Члены научно-методического совета высказали свое мнение. Началась дискуссия о том, нужно ли вообще трогать такие исторические объекты. Реставрация, конечно же, вносит определенные изменения в их архитектуру, но в то же время, если не делать ничего, то со временем древние памятники архитектуры могут исчезнуть. В итоге все согласились с тем, что объект, конечно же, надо реставрировать, но при этом необходимо сохранить уникальность памятника, не нарушив его аутентичность. Чтобы вы понимали, что нужно или не нужно реставрировать этот объект, просто надо съездить в Цабал, в крепость, Цабал, который через 50 лет, если ничего не будет сделано, вообще ничего не останется. Надо съездить в крепость Хашупса, которая через 50 лет ничего не останется. Поэтому, если меня спросить, я тоже за такого рода реставрацию. Я за реставрацию, грамотную реставрацию. И то, что я здесь вижу, никакого здесь особого нарушения или такого связано с какой-то гипотетичностью, непонятно, здесь такого нету. Здесь все четко и ясно. Самое большое нарушение, что здесь есть, и которое надо устранить обязательно, это монашеская дорога. Все остальное абсолютно здравый смысл и точное, потому что сама башня, она четко говорит за себя. Здесь стена должна быть замкнута, это дорога новодел. А как же ездить? Боевая дорога, она идет, она постоянно должна вести противника правым плечом, незащищенным, под башню мощнейшую и попасть на теснейшую площадку перед воротами, где не может поместиться даже 50 человек,
и боевого порядка не может быть, чтобы прорваться в ворота. Это самое главное, самый точный смысл этого крепостного узла. Большинством голосов членов научно-методического совета Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии эскизный проект по реставрации воротного узла Анакапийской крепости был принят. Теперь необходимо подготовить проектно-сметную документацию, а также найти финансовые средства. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.